Во-первых, это фестиваль, который организован Ассоциацией гостеприимства изначально. В свое время Александр Сергеевич поддержал данный фестиваль, и он стал ежегодным. Вот. В этом году он прошел при поддержке всех и органов исполнительной власти. Но, конечно же, основной акцент сделали сами предприниматели, сами владельцы ресторанов, Ассоциация гостеприимства, ну и, соответственно, сами решили, собрали жюри, пригласили очень качественных федеральных экспертов. Екатерина Шаповалова – это легендарный эксперт в гастрономии. Поэтому я надеюсь, что наши шеф-повара, все замечания, все пожелания, которые она открыто и всем напрямую говорит, абсолютно без всяких там безлестий, она говорит, здесь неправильно, все, никогда в жизни так не делать. Когда я первый раз с ней встретился, она меня очень сильно наругала, но это было, знаете, вот как обучение. Стритфуд, такого понятия никогда не было, мы живем в России, стрит это вообще не наше слово, поэтому все должно быть четко. Есть русская кухня, есть якутская кухня, есть кухня малочисленных народов Севера, и мы должны точно так же, как мы сохранили культуру и традиции на федеральном уровне в плане национальных праздников, точно так же и сохранить национальные блюда. Наши ребята, например, в той же Мурманской области уже знают, как готовить строганину. Они уже знают, что такое якутский нож. И, соответственно, о чем мы говорим, что это межрегиональное направление арктической кухни, в которое должны входить все кулинарные традиции народов, населяющих. Правильно? Это и русская кухня вместе с ее советским периодом, и это якутская кухня, и это кухня и кулинарные традиции саамов тех же в Мурманской области. То есть мы все это объединяем и показываем. Поэтому, скажем так, есть еще такой вот эффект. Когда вся Россия будет знать, что такое сугудай, индигирка и строганина, возможно, и местные жители поймут, что ресторанная культура Якутска, да, столицы республики, и сама Якутия не может обойтись без этих блюд. Потому что, например, походила я по ресторанам Якутска, а у нас, например, есть севиче из чира. Так почему, собственно говоря, у нас аналогичное блюдо с сугудаю, почему-то, да, которая продвигает такая страна, как Перу, другое государство, внедрено повсеместно во всех ресторанах России, а не наш сугудай. Я подчеркиваю, не ваш сугудай, а наш. Он такой же мой, как и ваш. Потому что это нематериальное наследие не только Якутии, а всей России. Услышите меня, дорогие журналисты. И это прям нужно кричать об этом. Эти три названия должны знать каждый россиянин, и каждый стремится познакомиться с настоящим сугудаем, строганиной и индигиркой в Якутии, ну и, соответственно, пробовать это все, знакомиться с этими блюдами в любом уголке России. Потому что в любом уголке России мы можем попробовать все кухни мира. Порядка 185 тысяч предприятий питания в Российской Федерации. По оценкам Федерации рестораторов и ательеров. По нашей оценке, так как мы работаем с 2017 года, ресторанов, кафе и предприятий питания, специализирующихся на российской региональной кухне, на русской кухне, на кухнях народов России, менее 1%. Считать умеем. Чир, мурсун, жеребятина, якутская корова. Да? Сегодня стейки мы будем пробовать. Уникальные продукты. Брусника, голубика, морожка, ягель, то, что съедобные, вы должны рассказывать, и мы вместе с вами. И, соответственно, смородина, оказывается, у вас есть. И я на завтраке ее пробовала, красная смородина. То, что она есть дикая и садовая, я у вас узнала. И я узнала, что благодаря резко континентальному климату ваши продукты обладают уникальными качествами. Уникальными до степени такой, что не повторяющимися качествами в других уголках России. И, соответственно, название блюд, перчик я попробовала, который вы пробуете с детства, и что наши шеф-повара все-таки придумывают какие-то интересные версии, используя разные ягоды. Варенье с голубики мне очень понравилось, и о том, что у вас есть и арктическая зона, и у вас, собственно говоря, сибирская кухня. Да? То есть, потому что часть Якутии это Сибирь, и там есть кедровый орех, используется кедровый орех, правильно? Да. Вот, например, сидит технолог, который технологические карты предоставит для того, чтобы мы могли обучать в других регионах арктической зоны приготовлению строганины, индигирки. Правила строганины будем рассказывать о том, что, оказывается, рыба должна быть заснувшая, живая,
перед заморозкой. Тогда строганина будет какая-то такая, что она не может быть несколько раз разморожена, потому что кристаллики льда сегодня, там мы пробовали в Индигирке, уже говорили, все это неправильно. Сколько тонкостей у правильных блюд, да? Так мы должны обучать в том числе наших шеф-поваров, которые сюда приезжают работать, а не наоборот. Мы 3 раза в день кушаем. Соответственно, все витамины, которые мы через еду должны принимать, те же витамины, аминокислоты, не только таблетками, а тем, что наша природа матушка дает, и мы это должны вот это воспринимать и принимать его. У нас же все под ногами растет, по идее. Нам надо просто тот же хрен, те же листья салата. То есть у нас лето очень короткое, и за это время трава должна очень концентрированная. И мы продвигаем вот сейчас эту тему интересную. То есть Якутия может еще и приправу продавать. Соответственно, те же ягоды у нас очень концентрированные, которые, соответственно, соуса интересные могут быть. Вот. А также наши олени, жеребятина, строганина, центр строганина, который открыл. Тоже интересно. Сейчас очень важно, чтобы мы в Якутии стандартизировали все технологии приготовления наших национальных блюд, таких как строганина, сулудай, индигирка, и чтобы во всей стране нашей, по всему миру умели правильно готовить, умели правильно подбирать и именно те продукты, из которых мы готовим, тоже рыбу, да, умели различать, что такое чир, омуль, строганина. И этому же мы будем учить наших студентов, и чтобы уже вся технология была стандартизированная, и чтобы не было подмены каких-то других понятий. Всем добрый вечер. Вас всех приветствует в ресторане «Высота 160». Вашему вниманию сегодня предоставлен сет, специально разработанный. Основная тема у нас 3 стихии. То есть это воздух, вода и земля. Каждое блюдо сочетает в себе эту концепцию. Все продукты локальные, местные. Я уже сюда приезжаю как к себе домой и с радостью вижу то действие, которое происходит здесь регулярно. В частности, тот самый праздник «Вкус Якутии», потому что зима начинается с Якутии, ребята. В Якутии традиции, они достаточно такие сильные, крепкие, традиции наших предков, которые должны сохраняться. У вас это прекрасно получается в Якутии. Поэтому этот праздник просто принимает другие уже обороты, более такие масштабные, городские, и
В этом году помимо конкурса среди ресторанов прошел конкурс среди ребят, среди студентов из профессиональных колледжей. И я думаю, это надо популяризировать, потому что социально важные мероприятия, которые, собственно, из будущих ребятишек делают профессионалов, которые будут последователями и те, кто будут, собственно, развивать индустрию и питание, и гостеприимство, и турпоток, который будет сюда ехать, собственно, будет получать ожидаемый результат. Ну что, гран-при получает. Ну, на самом деле, это вот... Во-первых, это вот очень важный критерий, который для меня вот очень важен. Когда я вижу в зале собственников бизнеса. Это очень важно для туризма, для сферы гостеприимства. Бизнес от первого лица – это очень важно. Гран-при получает ресторан «Махтал». Ресторан «Махтал» в качестве обладателя гран-при фестиваля получает Кубок победителя, гастрофестиваля «Вкус Якутии» и 100 тысяч рублей денежный сертификат. Но ради справедливости надо сказать, что за последние годы они ведут успешную семейную дело в области ресторанного бизнеса. Видеоматериалы с телепрограммы «Точка взаимодействия» вы можете увидеть на YouTube-канале Округ ТВ, а на своем телефоне или на компьютере набираете округ.тв, смотришь и комментируешь. Интернет-ресурс Округ ТВ.